Так, всем доброго дня. В обед кормлю, значит, своих телочек. Марта, Машка моя и Марта. А чем кормлю? В соседнем магазине, когда остается у них хлеб вчерашний, звонят обычно девчонки и предлагают за 7 рублей хлеб вчерашний. То есть булка хлеба 7 рублей, и мы едем, сразу же забираем. Остатки сена и соломы я им отдала. Зангуч мой наконец-то не кидается на моих телочек, мой сладенький. Поел он мясо хорошо. Грязи, смотрите, сколько опять. Ой, ну, с ней бороться бесполезно, конечно. Сладкий, ты. Все ему надо, все ему интересно, все ему надо. Так, ну теперь я что, жду, пока они доедят этот свой обед и забрать у них ведра. Если не забрать, ведра будут тут летать. Будут ногами по ним бить. Ну, они чуть больше стали. Бочку вам хочу нашего показать. Сейчас я вам покажу. Привет, Савки. Мой Зангуч чуть бочки нос не откусил. Смотрите. Нельзя. Зангуч! Встал на 2 лапы. Выходи. Оборвал. Выходи. Дорвал. Давай. Ты не голодный. Встал он на 2 лапы. Я к нему подошла. Он рядом не заметила. Заметила только, когда он на лапы встал. И то не поняла, чего он хочет. Чуть за нос его не укусил. Бочку моего. Так, ну вот такого бычка мы купили. Купили на откорм. Тут, значит, порода белоголовая казахская и смесь симментал. Объяснили нам так. Вот эти 2 места пустуют. Пустуют только из-за того, что пока нет таких телят, которые бы понравились, ну, которые бы муж хотел. Вот ждем, когда привезут. Привезли всяко разных, но мелкие они очень. Вот так вот остатки подсыпаем мы им. Вот ждем, когда привезут именно тех, которых хотим мы. В обед мы ему корм не даем. Сравнительно он у нас недавно, поэтому очень боюсь я его перекармливать. Не хочу лишний раз. Сделали ему укол Ивермека, я сделала 9 января, должны повторить. Вон на шее у него, это клещ, 100% клещ, Бойко. Это тот бычок, который встал и подошел к нам. Мы его и не хотели брать, а из-за того, что он такой тихий, спокойный, то, что он не кидается, по крайней мере, пока он не кидается. Худоваты, конечно, а худеют они там, где их продают, потому что их привозят не такими худыми, 100%, и они там стоят. Вот, подкидывают им соломы и так немного корма. Из-за того, что им дают немного корма, опасаемся его кормить вдоволь, поэтому только вот приучаем его к дробленке. Ух ты мой, какой у него стойка у него такая. Хрюкашвул, я нормалвар. Хрюкашвул, кто тебе разрешил сюда заходить? Замечание сделала, все, не зайдет.
Мне не интересно, когда тут грязи много, ходить здесь. Самое, что я не люблю, это когда тут вязкая грязь во дворе. И от этой грязи устаешь просто. Так. Так, все. Марточка доела. Так, забираю ведро. Все, девочка, молодец. Машка, давай. Все ты? Все, Маш? Все? Молодец какая. Ой, ты молодец. Машка у нас девочка такая ласковая, ручная. Любит, когда ее обнимают. Нельзя тут. Ну все, вроде бы с этими мой зангуч смирился. Девчонок не трогает. Он осознал, что это Маша, что это его. Поэтому он уже на них не кидается. Так, яйца я, значит, вчера забрала. Угостила своего немца. Представляете, они какие. Все-таки скорлупа у них толстая. Когда он их ел, я смотрела, ничего они не замерзли, были свежие. Ну и на здоровье моему немцу. Он слопал их, и я рада. Ну все. Водой я их напоила. Сено в солому поставила. Ну это остатки от 2 пачек. Бычка, как я поняла, кормили соломой. Сено он не очень-то любит. Все равно я ему подкидываю. Смотрите, что у меня тут с деревьями обложила. Значит, я вот это, вон то, груша, вон еще одна черешня. Короче, навозом. Все. Посмотрим, что получится. По крайней мере, хуже, думаю, не будет. Петух наш. Птица вольная. Залетает, прилетает, куда хочет, когда хочет. Всем пока-пока. Ты, скажи пока. Сладкий. Зангуч. Сладкий. Сладкий, маме. Ба, молодец. Молодец. Все, сладкий, давай. Всем пока.